Два абсолютно разных по опыту противника. Ислам Костоев – игрок с более чем 10-летним стажем, и Умалат Султыгов, севший за доску меньше года назад. Тем не менее, школьник активно переходит в наступление. У него небольшое преимущество. Ислам, напротив, сдержанно держит защиту. Казалось бы, исход партии ясен еще до начала. Но очень быстро становится понятно – слабых здесь нет. Сегодня выиграл ты кого-нибудь уже? Да. Сейчас как идет игра? Пока игра идет равная, однако достаточно двух ходов, чтобы в корне поменять ситуацию. Умалат успешно блокирует атаки Ислама, однако опытному игроку не привыкать к трудным ситуациям. В его активе сегодня уже несколько побед. Алхамдулилlah, соперник хорошо играет, достойно. Пятая партия у меня пока есть проигрыши, выигрыши есть. Ну, играем. Когда шашки играешь, естественно, ты думаешь, это размышление, это хороший вид спорта, шашки, шахматы. Мы очень рады, довольны, что у нас такой турнир проходит. Это нас все радует. Чемпионат республики по шашкам среди слабовидящих и незрячих открытый. Принять участие могут все желающие, в том числе и начинающие игроки. Но это точно не про Хаважа Аздоева. Он уже больше 30 лет увлекается шашками. В его копилке победа на республиканском чемпионате среди незрячих в 2001 году. Увлекся интеллектуальной игрой Хаваж еще в детстве. Есть теория у шашек, там задачи решать. И вот в этом нашем центре, вот то, что вот сейчас проходит у нас турнир, в этом центре у меня есть и право тренерское, я могу и тренировать эти задачи, решать теорию там, вот, заниматься, кто желает. Уже несколько раз мы проводили турниры здесь. Сейчас сегодня ребята, я смотрю, тут настроены против тех, которые занимали вторые, третьи места, и с ними уже нет неожиданные даже результаты, что у них даже выигрывают. Так что я не уверен, что у меня не выиграет кто-либо из них. В соревнованиях по шашкам для слепых используется универсальная игровая доска по системе Брайля. Белые поля на ней выше черных, что позволяет игрокам различать их на ощупь. На турнире участвуют 10 игроков. Собрать больше не позволяет пандемия. Однако ингушское отделение Федерации спорта слепых надеются, что в будущем чемпионат станет гораздо масштабнее. Тем более, что сегодняшних победителей ожидают куда более крупные соревнования. Для победителей у нас сегодня кубки, медали, грамоты, еще презенты. Отбор, получается, этот чемпионат Ингушетии – это отбор на Россию. То есть ребята имеют право выехать на чемпионат России по русским шашкам в дальнейшем. Шашки – очень популярный вид спорта в Ингушетии. Это спортивное направление развивает творческое воображение, формирует стратегическое мышление, а также помогает отвлечься от повседневной рутины. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.